Тем временем показатели цветности и мутности воды из-под крана в Якутске превышают норму почти в 3 раза. В период паводка органолептические показатели превышают норму в десятки раз. Что делает водоканал для очистки воды? Будет ли производиться перерасчет и когда из крана будет течь чистая вода, узнавала Розалия Борисова. Передвижная насосная станция качает воду из реки и поставляет ее в фильтры. Ежечасно чуть больше 1000 кубов воды проходит жесткую чистку. Затем вода поступает в резервуары. После воды идет резервуар чистой воды. В резервуар поступает вода, потом она хлорируется. После хлорирования проходит на второй подъем. И уже со второго подъема идет по водоводам в город Якутск. Но в период паводка работа передвижной станции временно прекращается. Дополнительно к береговому стационарному водозабору опущен дополнительно погружной насос. В случае нехватки воды, значит, дополнительно 700 кубов в час должны производить это на погружной насоса, он должен дополнительно подавать воду. Это с тем, чтобы объемные показатели нужды, потребности города полностью перекрыть. Если с объемами воды проблем не будет, то ежегодный вопрос качества воды остается. Уже сегодня органолептические показатели превышают норму. На 12 мая ухудшилась по цветности до 78 градусов, при норме 20 градусов. И по мутности у нас пока держим 2,5-3, а при норме 1,5 миллиграмм на литр. Планируется, что новый водозабор и очистные сооружения избавят жителей от коричневой воды из-под крана в 2018 году. Сейчас строительство на начальном этапе. Началось строительство ковша. Мы сейчас стоим как раз на отсыпке. Готовится вертикальная планировка от этого места и до первого пояса зоны санитарной охраны. В дальнейшем, как только лед этот весь растает, значит, запустится землесос и будет производиться выборка грунта. Но пока из-под крана течет некачественная вода. Если сейчас она не отвечает нормам только по цветности и мутности, то в период паводка нарушения будут по всем показателям. Некачественная вода, соответственно, должен делаться перерасчет. Да? Конечно, водоканал будет его делать, безусловно, но в каждом индивидуальном случае по решению суда. Люди в первую очередь должны обращаться в свои управляющие компании ТСЖ. Те, кто на непосредственном способе управления, они обращаются напрямую в водоканал, и, соответственно, там уже принимаются эти решения. А пока в период паводка Роспотребнадзор рекомендует жителям пользоваться только отстоявшейся и фильтрованной водой. Розалия Борисова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.